Испытано на себе. Один из способов сэкономить на ремонте – это подготовить все самостоятельно, а также изготовить самостоятельно все необходимые элементы декора. Мы попробуем ремонт в стиле лофт. Для этого одна из отличительных его черт – это, конечно же, декоративный кирпич, который нам как раз-таки сегодня и предстоит изготовить. Александра, добрый день. Добрый день. Рассказывай, с чего мы начнем, как мы будем все это делать. Нам нужно будет сделать качественный, красивый ремонт, чтобы и глаз радовало. Конечно же, в первую очередь нам потребуются формы для изготовления кирпича. Формы, они такие силиконовые, да? Ну, полиуретановые, могут быть и силиконовые. Вот, друзья, форма. Также главный компонент – это у нас сам гипс. Мы производим из гипса, поэтому база у нас будет гипсовая и, конечно же, вода, чтобы весь раствор получить. Также неотъемлемый инструмент нужен быть шпатель. Я думаю, что у любой там домохозяйки, да, либо у хозяина дома находится вот такой инструмент. Ну, А либо если нет. не находится, в принципе, Да, его как можно бы всегда приобрести. бюджетный вариант можно приобрести в любом строительном магазине. Так, что мы-то с тобой начинаем замес? Да? Так как у нас с тобой это все в домашних условиях, нашли ведро какое-либо, которое хорошо бы отбивалось после заливки форм, потому что в любом Либо случае... было не жалко его потом выбросить. Да, на утилизацию. Так, объем воды уже мы подготовили, объем гипсовой смеси мы подготовили. В принципе, друзья, вы можете видеть, что на вот эти две формы, которые мы сейчас будем заливать, здесь воды в это ведерко мы отлили вот так примерно. Да, 7-5 сантиметров. Должны быть свои пропорции при заливочке. Вот, посмотри. От муки мало чем отличается. Вообще не говори, да, поэтому Но он немножко такой по консистенции, как будто бы с песком. Вот такой. Песком? Сыпучий такой. ну, песка здесь абсолютно нету, как бы. Ну, конечно, мука, она мягче, в любом случае. Другой помол, да, как бы тоже растительная продукция. Так, ну что, мы с тобой засыпаемся? Прям полностью. Да, полностью. А это как-то перемешивается или вымерено. можно сразу? Сейчас мы засыпем. Полностью вот весь этот пакет, что у нас есть. Бери перфоратор, который позади тебя. Все из подручных средств. Миксер есть, мука есть у нас, все это у нас есть. Все, и давай замешивать. Ну что, друзья, приступим. Все, мы тоже. Помогу тебе, чтобы... Да, тут главное, как В говорится... общем, друзья, имейте в виду, что новая квартира вам тоже может понадобиться, если вы хозяйка примерно как я. Да, говорится, первый блин комом начало положено, да? Так, долго мы не мешаем ни в коем случае. Почему? Потому что реакция гипса уже пошла, и он потихоньку начинает Как у мы нас... понимаем, что уже пошла та самая необходимая нам реакция? Нам буквально надо размешать все в народной консистенции и заливаться. Друзья, вы можете видеть, что это консистенция густой сметаны. Так, теперь мы это разливаем вот так вот, не совсем равномерно, да? Ну, сейчас примерно мы Я так разделим понимаю, шпателем мы пополам. будем это Да. разравнивать. Конечно же, по-хорошему, это все в больших производственных масштабах. Сколько у нас есть времени? У нас есть время, Право ну, на с ошибку, так тобой у сказать. нас минуты 3-4 есть. Нет, а чтобы не схватилось, вот, допустим, пока разравнивается твоя форма, моя уже, наверное, тут начала застывать. Не-не-не, еще пока нет. Я говорю, так как мы, если делаем дома, у нас и там любой стол, можете там на полу прекрасно это делать, да, все? Что касается самого материала, из которого мы изготавливаем, то есть это вода, это гипс. Гипс может быть обычный, любой, там, мы приходим в строительный магазин, говорим, дайте мне гипс. Да. То есть дополнительно ничего добавлять не надо? Конечно, в производственных масштабах ты в любом случае добавляешь пластификатор, либо какой-то усилитель, который укрепляет гипсовую смесь, потому что гипс разных, кажется, марок, да, от Г5 там, до Г16, можно как бы даже до Г25 его усилить разными присадками. Столько разных слов? Так Я как мы ничего не делаем, поняла. но так как мы делаем это все в домашних условиях, тебе вот, грубо говоря, этой лишней информации не надо, потому что ты располагаешь каким-то все равно количеством времени, да, у тебя маленькое количество форм, соответственно, гипс у тебя еще, пока ты там в ведре его размешиваешь, не успевает застыть, да, потому что, допустим, если это форм, допустим, 10 разом заливается, естественно, нужен пластификатор, да, чтобы... Форму также можно приобрести в том же строительном магазине.
Ну, Или это где-то определенно нужно заказывать? У нас в городе нет. Мы, допустим, формы только заказываем, потому что у нас в городе производство форм вообще как бы отсутствует. Поэтому это поставщики из России. А если найти поставщика, там разнообразие вот этих Да, форм. конечно, ты выбираешь ту модель, которая, допустим, тебе понравилась. Та фактурка, тот размер, да, вот. Зависит ли это от той квартиры, в которой я буду делать ремонт? Новостройка это будет или, наоборот, Сталинка, уже старая, Абсолютно не зависит, видавшая это виды? вот только вот твое желание. Вот я вот так вижу, мне понравилось, я хочу и все. Главное, конечно же, если, допустим, у тебя, вот слышишь, там Сталинка, там зачастую комнатки маленькие, допустим, бывает, или кухонные помещения маленькие, да, я всегда заказчикам говорю, не берите слишком большой кирпич. Допустим, это еще как бы средний, есть размеры больше, потому что большой, он может непроизвольно твое пространство нагрузить. Еще уменьшить. Да, поэтому берешь либо маленькие, есть еще меньше, да, вот, допустим, Венеция, она еще меньше 18 там, да, сантиметров, лучше берите маленькие. И также эта система играет и наоборот. Если, допустим, вот большое помещение, ты возьмешь маленькую модель кирпича, она просто у тебя потеряется. Поэтому, ну, вот такие как бы мелкие нюансы, да, ты рассчитываешь. Но, в принципе, да, твоя квартира, твое настроение, твой дизайн, ты можешь выбрать то, что как бы тебе, да, вот, ну, твоей душе угодно. А вот что касается именно частного дома, можно ли это делать на стены деревянные? На деревянные стены, конечно, ты же его не положишь, не смонтируешь. Ну, допустим, я хочу имитацию камина того самого. Ты камин, получается, либо из гипсокартона собираешь, да, либо там у тебя какая-то готовая печная композиция, и ты это можешь обложить. А что прям вот на дерево, конечно же, он не ляжет. Там ни один раствор его не возьмет. Поэтому, если у тебя дом деревянный, и ты, допустим, захотела эту вот стенку в виде лов, обшивай гипсокартоном и, пожалуйста. Основа тоже имеет значение. Конечно, безусловно. Все хорошо. Я вот вижу, что оно у меня уже схватывается. Да, если вот так поднадавить, Я уже просто вижу по вот этим участкам, которые, ну, тут грязи, которые мы оставили. В принципе, уже пошел да, уже какой-то именно процесс. прошел, но ты видишь, еще мягкий, чтобы А вытащить из сколько форм. нужно времени? Конечно же, зависит от той консистенции, которую ты залила, да, так как ты, допустим, в домашних условиях делаешь, и ты новичок, да, ты можешь, видишь, мы такой чуть более сметанкой заливали, да, если ты будешь заливать водичкой, естественно, твой процесс затвердения, да, он как бы… Растянется? Да, растянется, там, может, и до часу, да, там, грубо говоря, от 20 минут до часу и более. Ну что, друзья, оставляем кирпич мой застывать и приступаем к следующим задачам. Испытано на себе. Ну что, друзья, 20 минут прошли, самое время узнать, как у нас тут обстоят дела с нашим кирпичом. Она уже Да. все готова? У нас все сцепилось, у нас все подсохло, ты можешь вот так пальчиком понадавливать, поймешь, что плотненько. Ну, плотненько постучала, все отлично. Так, ну Как так мы как это мы дома это все демонтируем? делаем, давай, я… Ой, у меня вся… Подожди. Ой. Да, вот. Так как ты новичок Ага. и можешь сделать, подняв форму так, ты ее перевернешь, но есть вероятность, что у тебя кирпич весь разрушится. Ага, Такое окей. может быть, да. Поэтому ты новичок, двигаешь формочку вот так вот, чуть-чуть на уголок надавила. Ой, как страшно. Ой, а мне нравится такой приятный звук. Друзья, у меня получилось! Супер! Да, самое главное, чтобы не искать, потому что все равно эта хрупкость, гипс в любом случае полную прочность наберет в течение там, ну, 7 дней, да. Поэтому ты такая, хоп, вроде вдруг заливка еще не подошла, и такая перевернула и сломала. Есть вероятность, потому что форма, она мягкая, она гибкая. Вдруг у тебя заливочка не взялась, поэтому, да, лучше делать так. Когда ты уже почувствуешь, ну, в ходе своих отливок, да, как он у тебя застывает, ты, конечно же, возьмешь ровненько, вот так вот, оп, чтобы не было здесь никаких вот этих вещей. Формочку перевернешь спокойненько. И с уголков, чуть-чуть надавливая на нее, чтобы он не отскочил, там, да, не треснул. Сделаешь Я вот рисковать не буду, я, наверное, оставлю 2 ряда последних. так. Да, техники по съему нету, ГОСТовской, поэтому снимаешь как удобно. Та-дам, та-дам, та-дам. Та-та-та-та. И сбоку получается, да. Ну, почти как пластырь от больной раны. Ой.
А, это был кусочек. Все, если так, видишь, все, у тебя щеточка идеально. Супер, боже мой, я никогда еще не чувствовала себя такой воодушевленной. Прошло буквально 20 минут. И ты чувствуешь, допустим, да, вот чувствуется, что он влажный, Да. но не такой, правда? Вот просто слегка как будто все, твой как бы процесс к монтажу уже можно подступать. Испытано на себе. В эту самую секунду я себя чувствую просто каким-то поваром-кондитером. Вот вы можете видеть эти печеньки. Это результат нескольких дней работы. Именно производства того самого декоративного кирпича, который нам сейчас необходимо будет смонтировать. Ну и, друзья, если уж у меня получилось, у вас получится обязательно. Самое главное, чтобы у вас был хороший наставник. Пройдите обязательно правильный инструктаж, никакой самодеятельности. Все самое основное, что у вас должно быть, друзья, это чтобы не пропала мотивация делать ремонт в доме еще на моменте, когда вы будете изготавливать материалы. Испытано на себе. Что мы сейчас делаем? Так, первым делом мы наливаем воды. Это сколько? В каком расчете? Ну, мы сейчас немножечко сделаем с тобой. Клеевой раствор не стоит замешивать в большом объеме. Почему? Потому что клей имеет свойство высыхать. Если в помещении жарко, там, либо душно, да, как температурный режим высокий, лучше помаленечку, клей свеженький, чтобы была хорошая сцепка с моим кирпичиком и со стеночкой. Поэтому мы сейчас с тобой замесим немножечко, буквально. Ты посмотришь, как это работает, почувствуешь пластичность всего клея и дальше посмотрим. Просто приподнимешь, и мы посмотрим. В принципе, манипуляции знакомые каждой хозяйке. На кухне мы... Миксер. Да, практически миксер, мы делаем то же самое. Если вам доводилось в своей жизни стряпать пироги, готовить какой-нибудь крем для торта, то, в принципе, вы... Возьму маленький шпателек. Это науку я освоила. Добавим еще немножечко. Приступаем к монтажу. Да, самое главное в кирпиче, так как смотри, это же имитация с кирпичной кладки. Кирпич в природе кладется на раствор. Соответственно, между шовкой должно быть расстояние. И Какое? Этот кирпич позволяет до сантиметра. От 5 мм до сантиметра. Это уже индивидуальные, да, какие-то предпочтения? Да, у каждой модельки как бы свои, в зависимости от размера их. Ну вот по этой модели до сантиметра. Чтобы горизонт у нас был ровный, не плавающий, нам нужен вот этот вот шикарный аппарат, который нам облегчит работу, получается. Это что? Это у нас лазерный уровень. Мы выводим его на стеночку. Видите? Чтобы вот каждый вот этот горизонтик у нас был ровненький. Грубо говоря, мы сейчас выведем его под кирпичик и будем ориентироваться гладко. И тебе удобно получается. Ты видишь, да, куда заходить, куда не заходить. Немножко Нет, кривовато. сейчас мы это все отрегулируем. Просто наглядно тебе показываю. И чтобы твои все шовочки были ровненькие. Лучше намазывать на кирпичик, как бутербродики. Бери кирпичик. Так, ну, опыт намазывания бутербродов с маслом у меня есть. Начнем с этого. Ты? Давай. Давай я тебе покажу, следующий намажешь ты. Так, нам главное, чтобы лицевую сторону нашу не заморать. Нам надо аккуратненько нанести вот так. Сколько масла мажем? По-буржуйски или Ты знаешь, бывает стены очень экономим? супер не экономим. Вот так вот, говорится, Излишне. как в военное время не устраиваем бутерброды. Просто бывает такое, что стены неровные и приходится где-то клей докладывать. Потому что какая-нибудь выемка, ямочка, что-то еще и сцепки в стене. Полностью Давай. весь кирпич мы промазываем? Или же... Мы промазываем вот эту вот часть, потом, когда мы приходим на стеночку, чтобы он чуть-чуть распластался, да, вот мы смотрим наш горизонтик. Так, мы ориентируемся именно край по Да, углу. да, по краю кирпичик неровненький, поэтому мы уголки смотрим. Вот
вот так немножечко сделали. Сейчас, видишь, он кривой состав То есть мы, разошелся и по стеночке, и грубо по говоря, кирпичу. утопили, да, вот Да. туда? Выдержали, допустим, шов боковой, подтянули кверху. А выдержали если, шов допустим, вниз. сильно нажать и как излишка масла, она вот так вот по углам. Если ты сделаешь перебор, может быть такое, да. Поэтому как бы ты когда уже работаешь, ну, первые несколько раз, блин, бывает, нормальное явление. Конечно. Ничего страшного будет, просто здесь еще будет дорабатываться шовка, зашиваться полностью, поэтому даже если у тебя вот здесь вот вышло немножечко, Излишки, да, не ничего, будут, да, ничего страшного, они закроются. Но бывает, заказчики не монтируют швы, вот они стеночку, допустим, там покрасили, прогрунтовали, могут оставлять в белом цвете, кто-то хочет, допустим, чтобы шовка имитация шва была черная, красит там черный, да хоть розовый, это как бы не столь важно. Тогда ты уже работаешь с кирпичом и с клеевым раствором очень аккуратно. Ты стараешься не заходить при намазывании там за уголки все эти и не лозишь по стеночке, потому что клей останется и у тебя уже будет такой маленький косячок. Какая должна быть стена при монтаже? Она должна быть отгрунтована или же можно, допустим, вот есть у меня дети, коты, которые сделали свое дело, изрисовали, порвали, поцарапали. В любом случае лучше прогрунтовать, чтобы сцепкость была материала хорошая. А если я хочу сделать это на обои, которые красятся? Все, обои мы снимаем. Полностью, Да, это должна быть потому стена. что клей не возьмется, даже если он возьмется, сделайте такой, как говорится, так, миф, что он взялся, и есть вероятность, что что-то там несколько дней у тебя просто отвалится. Вместе с обоями. Все равно у клея, у кирпича, несмотря на то, что ты заметила, что кирпич сам по себе легенький, да, он у него все есть нагрузка, и вот это вот полотно, которое ты нагрузишь, да, оно просто с ним у тебя отвалится. Но если, допустим, ты монтируешь кирпич, и у тебя есть обои, ты хочешь, допустим, какую-то вот такую вот рамку из кирпича сделать, при этом оставив обои, да, ты можешь заходить на обои. Ну, допустим, там 3-4 сантиметра без проблем, потому что базовая сцепка у него была где-то, ну, вот в этом расстоянии. Она будет у меня в центре. Да, все, сцепку он взял, на обои зашел, ему как бы там уже ничего не надо, она никакой функции не выполняет, и кирпич там никакой функции не выполняет. Базовая сцепка, у тебя осталась стена, клей, кирпич. Ну, давайте попробуем, что из этого получится. Вот сейчас. Давай, теперь уже ты. Может быть, не видно. Простые манипуляции, каждому знакомы. Берем клей, наносим. Если я правильно поняла, то основная как бы масса клея должна быть вот именно середина, наиболее Да, промазанная. где-то вот по сантиметру ты можешь оставить, здесь 5 миллиметров, наноси еще. И вот эти вот такие вот вещи, Ой. они могут, нет, ничего страшного, как бы в нашей ситуации ничего страшного, но вот там, где ты не будешь затирать швы, и ты говоришь, надавить и выйдет клей, он, скорее всего, выйдет. То есть уже по подготовленному руслу, да? Набирай просто на шпателек побольше клея. Просто так страшно. Не обязательно, допустим, его гладко размазывать, так как ты там нанесла бугорками, на стеночку приложила, чуть пошевелила и все. Так, достаточно? Ну, да. Друзья, вы можете видеть, что в принципе очень много клея не кладем, но и не кладем его слишком мало. То есть буквально толщина нанесенного клея, она где-то около миллиметра-полтора. Да, до 2 нормально будет. Все, пойдемте, у нас есть несколько секунд, между чем все это не начало склеиваться. Так, отступаю сантиметр от предыдущего, настраиваю по углам. Чуть придавила, влево-вправо, жик-жик. И все. Видишь, так как у тебя здесь, допустим, расстояние побольше, здесь пошире, но ты стараешься горизонт выдерживать, поэтому в этом случае ты не ориентируешься, да? Ну, не поднимаешь так, потому что он может как будто чуть-чуть скоситься. Ну, в каждой модельке по ходу ты уже поймешь, какую как поворачивать, ну, по таким углам. А так все четко вообще, вот прям, ну, идеально положила. Друзья, ремонт квартир. Долго, дорого, качественно. Берем предоплату и кидаем в ЧС. Смотри, какие еще нюансы есть. Так как кирпич окрашен и затонирован, вообще есть такое правило, прежде чем выкладывать его на стену, ты должен выложить на полу рисунок. Ну, как бы это не для каждого удобно, не у каждого помещения позволяет,
там хотя бы там метр-два примерно выложить, да, чтобы его прям вот скопировать и перенести. Я стараюсь для заказчиков все цвета перемешивать. Допустим, нет такого, что тут только рыженький, допустим, розовенький, желтенький, потому что были случаи, чтобы вот так в разные коробочки раскладывали, и ребята вот так вот замонтировали, два цвета просто вот так, а третий остался. Чтобы не было эффекта вот того они его прокопченного угла печи. не размешали, нет. Знаешь, вот, допустим, полоса была красного, рыжего и желтого. И звонит заказчик, говорит, что делать? Ну, что делать? Ну, снимать. Поэтому, дабы избежать такой проблемы, если у заказчика несколько цветов, допустим, два там, или более цвета, и плюс тонировка, я это все перемешиваю. Ну, что, видишь, ты, допустим, спокойно берешь, не задумываясь, да, какой там цвет. То есть их нужно кирпичи. перемешать еще на момент сортировки можно, если нет Это возможности заказчика выложить. уже не касается. А монтажника? И уже монтажника не касается. Вот я объясняю к тому, что по-хорошему выкладывается, да, но я этот процесс всем облегчила, перемешав уже в тарах. Получается, что ты берешь спокойненько, но... То есть я могу задуматься о своем. Да, и просто брать. Но все равно, в любом случае, ты же смотришь на стеночку, да, допустим, там заболталась, что-то не там взяла, у тебя хоп-хоп-хоп, три темненьких, да? Ну, ты вот эти моменты учитываешь. Допустим, чередовать. Ну, вдруг попалось у тебя три темных. И лучше его фиксировать на моменте одного ряда. Да, вот нет, смотри, допустим, ты три черненьких, мы же разбивку делаем, ну, такую мозаичку получается. Если ты подряд положишь три черных, может быть не очень красиво, ну, как бы это тоже может быть, никто ничего не исключает, я дизайнер так и вижу, да, но желательно снова приглядываться. Я, допустим, когда если монтирую, смотрю, ага, сейчас вот такие рыженькие пошли, тут вот с такой тонировочкой, так вот это пока отложу, потому что уже тут тонировка есть, да, надо, допустим, усилить, слишком пятно создаст потом, хоп-хоп-хоп, другой цвет, и вот так вот, несмотря на то, что размешано. Вроде упрощено, но все равно советую, чтобы смотрели вот на эту оборотную сторону и на рисунок, дабы чтобы потом каким-нибудь скоплением темных, там, пятен не было. Все, пойдемте смонтируем мой второй кирпичик. Так, это, по-моему, моя прическа закрыла мне. А так процесс увлекательный, вот, знаешь, деток занять, как говорится. Ну, Они тебе намазывают, один подает, и ты клеишь. Боже, мне нравится. Вот это просто какой-то творческий процесс создания. Это вот как мозаику делать. Это, во-первых, успокаивает, а во-вторых, в тот момент, когда ты понимаешь, что ты это делаешь, эту красоту для себя, это вдвойне приятнее. Это даже можно как-то сравнить, наверное, с медитацией. Равная медитация? Практически можно познать. Испытано на себе. О, Да, вот. Что отбил, делать с пришел, этим? вот у нас расстояние осталось. То Так, есть мы я берем сначала кирпич. беру- Теперь мы берем кирпич без кривого раствора. То есть я беру просто сухой. Просто сухой. Так. Куда вопрос? Вот. Тебе ножик? Нет, не мешает цвет. Нормально. Давай, прикладываем. Я беру с тобой второй кирпич. Смотри, так у нас это угол. Если бы просто стена бы закончилась, да? Ты просто вот по стеночке отмерила, сколько там тебе надо за кирпичом. И А как все. я отмечаю? То есть здесь А так у меня- нас угол. Давай. Они смотри. должны сойтись, да, между Смотри, ты собой? прикладываешь вот эту часть. Ага. Вот, допустим, там попали в шовку? Думаю, да. Да. Вот смотри, где-то примерно там толщина, ну, до сантиметра, да? Вот здесь я смотрю. Где? Вот Это здесь то, вот. что следующий. Да, то, что будет примыкание. Мы, допустим, здесь пометку сделали себе, что она будет. Если даже мы не попадем, ну, чуть 2-3 миллиметра мы можем, да, себе погрешность сделать. Подтянуть. Да. Чтобы было вот. Вот это прям пазл целый. Да. Так, у нас кирпич влажненький. Сейчас я- Твоя часть. О, боже. Это хруст был, действительно, как... Как будто кости, да? Нет, печенье. И вот смотри, получается, у нас остался остаточек, мы его не выбрасываем вообще как бы вот кирпичной такой производственности, он практически без остатков, если нет супер там большого количества углов или каких-то арок. Вот эта часть нам пригодится с тобой еще, потому что она пойдет на какой-то другой угол. Либо она прям вот четко как пазл войдет, либо мы из нее еще раз подпилим. Получается, там остаточек у нас будет маленький.
малыш. Где что я так переживаю? Не переживай. Так, ну сейчас это вместе с тобой пойду, чтобы мы с тобой Встретились в соседнем углу, да? встретились. Да, видишь, я вот так вот чуть-чуть. Нежненько. Так, и смотрю, ну какой у нас? Вот этот угол более ровнее, поэтому мы с тобой будем стыковаться с ним, да? Ага, так я косипнула. Сразу говорю. Не посмотрела, как раз вот эта часть нам туда и пойдет, да? Потому что у нас тут целый кирпич, чтобы вот эта шовка шла, мы сейчас два одинаковых положим, у нас шовка сидит, да? Потом мы ложим вот эту часть. А, тут самый шахматный порядок. Да, да, да. Так, а я здесь отступаю. Я прикладываю не этой стороной, ну, допустим, можно положить этой стороной, а я проложу вот этой более красивой, потому что здесь будет шовочка, если называться, и она вот эту неровность нам просто скроет все. Так? Так, ты должна немножко поднять. Мы потеряли лазерку. Так вот, и мы должны с тобой вот так вот стыкануться. Вот. Все, и расстояние. Ну, видишь, отрезали, угадались нормально, да? Четко все. Мне нравится. Супер. И поднимаю где-то на 6 сантиметров. То есть от руки, да? Вот так вот. Да, от руки. Ага. Сейчас немножко зафиксируемся, посмотрим. Друзья, если вы Попали. как раз-таки используете такой вот Отпускаем. лазерный... Мы его отпускаем, чтобы вот все, он был свободен. Зеленая кнопочка горит, он настраивается у нас Ага. на ровненько. Так, ну смотри, мы почти четко прям шли. Камера может А это быть только так. первый ряд. Здесь надо будет еще шовку докладывать. Потом белые патины делать. Что такое патина? Знаешь, бывают на крепчах такие белые, типа замазки там. Типа белые красочки. Нет, 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 на самом кирпиче. Типа такая белая затирочка там. А, это Как типа- черный бывает вот такая вот, только белая. А, типа жилки. Ну, как жалкий рисунок. Сейчас я тебе покажу потом. Вот типа таких, побольше размеров. Ну, вот надо будет их лучше делать, и все это потом надо показать. Так что работа здесь. Каким бы увлекательным ни был этот процесс, друзья, имейте в виду, что ремонт, если вы его делаете самостоятельно, это очень энерго- и времязатратное предприятие, поэтому если вы располагаете должным количеством времени, то тогда, во-первых, у вас будет время и на исправление ошибок, если они возникают, а также для того, чтобы получить более эстетическое удовольствие именно от самого процесса украшения своей квартиры. Ну и вообще я рекомендую, друзья, это будет, наверное, личная рекомендация, старайтесь сделать его, когда вы располагаете временем, например, в отпуск. Тогда у вас будет возможность, чтобы не было спешки. И почему мы делаем ремонт в квартире? Мы ее украшаем, либо что-то меняем. Для того, чтобы после перемен не пришлось приступать к новым переменам, лучше должное время этому всему уделить. Испытано на себе. Самое приятное в любой работе – это видеть результат своих трудов, друзья. Вот он, не один час, да я скажу даже больше, не один день труда. И посмотрите, какая красота получилась. Обе стены, они смонтированы. Но и это еще не все. У нас остался последний штрих. Мы сейчас будем делать затирку. Саша, что это такое? Сейчас мы с тобой займемся закладкой швов. То есть вот это вот, Да. то, что ты уже начала здесь. Да, так как смотри, это у нас имитация кирпичной кладки. Кирпич, повторюсь, кладется на раствор. Мы сохраняем максимально изображение натуральной стенки, да, у себя, допустим, помещение, дома где-либо, да. Также выбрали цвет серый, так вот клеевой состав, вот под серый цвет у нас. А если я хочу белый, тоже можно? Да, все зависит от твоего желания и настроения. Можно делать белый, можешь колеровать в красный, зеленый, какой угодно. Затирку ты можешь отколеровать любой цвет. Но так как у нас по проекту имитация настоящей стены, мы оставляем цвета клея. Да, друзья, вы, в принципе, можете видеть вот эта часть, которую нам еще предстоит сделать, и часть уже готовая. В принципе, если не знать, что здесь используется декоративный кирпич, можно даже и, так сказать, комар носу не поточит, как будто бы настоящая кирпичная стена. Вот. Ну, давайте приступать.
Так, смотри, Полин. Также, допустим, в производственных масштабах используются специальные у нас такие как бы шприцы большие строительные, которыми мы делаем затирку, да, всех этих швов, так как у нас с тобой в домашних условиях. Тот самый кондитерский шприц, Да. наверное, да? Либо у девушек есть кондитерские шприцы, либо вы берете простой пакет фасовочный, заполняете его раствором, надрезаете там кончик и заполняете. Это даже где-то удобно, потому что вот этот вот большой шприц, он имеет возможность набрать туда пузырьков, до какого-то воздуха, и так как у тебя рука еще неопытная, он просто может с воздухом тебе выплевывать этот растворчик, и ты можешь повредить, заморать кирпич. Поэтому мы будем делать из подручных средств, так как мы делаем это все дома, по бюджету, правильно? Так, смотри, Хорошо. вот у меня два таких гриппера. Как тебе один не сделаю? В принципе, также, друзья, вы можете видеть вот все, что мы используем на протяжении изготовления кирпича, монтажа его и уже финальных штрихов. Это практически одни и те же строительные материалы. То есть, в принципе, тут не надо особо большого количества техники, каких-то инструментов. Все это доступно. И потом, в последующем, это вам потом еще может пригодиться, если со временем где-то краюшек облупится, подсохнет и отвалится. То есть все, в принципе, пока еще бюджетно у нас с вами Да, получается. если вы хотите, вы можете приобрести себе, конечно, затирку для плитки, она тоже вполне подходит, да. Либо, если вы хотите ставить это все в белом цвете, берете просто шпаклевку, разводите, Которую мы затираете, использовали да, для изготовления да. кирпичиков. Также, если, допустим, хотите оставить это вот все таком вот в сером, вот клеевом цвете, вы просто берете этот же клей, на который производился монтаж, и прекрасно все это затираете. Его вот так вот подсобрать немножечко, чтобы меньше было у тебя возможности что-то подзаморать. Сделай опору, обязательно на коленку положи свой гриппер, да. И вот так вот, да? Да? Ух ты, ничего сложного. Замечательно. Либо ложечкой простой домашней, либо вот таким маленьким шпатляком, чтобы, грубо говоря, тебе было удобно все это фасовать в пакетик. Все из подручных средств. Да, и пакет найдется на каждой кухне. Да, люди думают, это так все сложно, столько инструментов надо, столько знаний. Если ты просто спокойный человек, усидчивый, никуда не спешишь, понимаешь примерно Знаешь, как процесс. я как бы тоже, в принципе, наглядный пример-то имею очень хороший в плане строительства и ремонтов, но вот без какой-то экспертной помощи рядом я бы, допустим, несколько раз бы еще подумала бы, а стоит ли мне это делать, а вдруг я сделаю это не так. То есть все равно мнение эксперта, оно какое-то прям очень хорошо, что Так, если ты оно считаешь, что тебе есть. хватило, да, нормально? Ну, я, да, с немножечко этого дай ему попробую. спуститься вниз. Смотри, ты будешь использовать только какой-то один угол, поэтому старайся большую часть раствора поместить в ту сторону, которую... Я, наверное, вот Да. этот угол использую. Так, все это мы спускаем вот так. Да, когда ты, допустим, кондитерский пакетик, да, ты четко видишь, что он, допустим, система угла, да? Так, как я его встряхиваю? Просто могу, да, вот так вот? Да, Отбить и... У тебя воздух остался, если ничего страшного, он здесь у тебя выйдет. Так вышел, все подзавернула, треугольничком собрала, так ручку закрутила. Ага, у тебя все, воздух вышел, нормально. Держи той рукой, которая у тебя рабочая. И так, как тебе удобно. Так, с правой стороны. Допустим, отрываем просто вот. Ой, все, назад пути Слишком нет. много делать не стоит, слишком мало. Ну, посмотри, видишь, что у тебя широкие швы, да? Чуть, допустим, побольше такого. Всё. Так, вот это щас. О, есть. Все супер. Ты идешь четко, выдавила. Не сверху, постарайся чуть-чуть углубить туда его, чтобы у тебя поверх не лег раствор, а именно шире, да? Можешь делать волнами, допустим, вот так вот, да? Тогда он будет немножечко рябой, либо идти по прямой. Моя Раствор- цель – это заполнение вот Да. этого шва. Раствор у тебя здесь всегда должен чуть-чуть спешить от носика впереди. Допустим, прошла, поняла, что ага, дырочка маленькая, вот у меня шовчик побольше, да, не получилось, допустим. Мое расположение в стене Повторила. какое? Как тебе удобно? То есть я могу, в принципе, и с этой руки начать, Да. и могу и в ту сторону пойти. Да, как тебе удобно? Есть техника, когда швы закладываются сначала горизонтально, потом мы делаем вертикаль. Можешь также ходить змейкой, как тебе удобно. То есть я могу с одного угла в другой угол. Да, зафиксировалась, допустим, вот в стыке, да, углов. Фиксировалась, давишь, просто пошла. Пошла. Одной рукой держишь, другой поддавливаешь.
Знаете, друзья, это очень увлекательный процесс. Ну, то, что я вижу, то, что идет мне навстречу, по моим ощущениям, это выглядит неплохо. Ну, видишь, чем дальше, тем лучше, сама замечаешь, да? Так, еще раз, так как у тебя клей вышел, еще раз затяни пакетик, потому что у тебя уже там отсутствует. Так, ага, То есть затянула. сила Да, чтобы он такой, натягивала. да, напряжение. Ты видишь, что у меня он прям вот такой плотненький. Одну ручкой держишь, другой надавливаешь. Ну, красота. Я уже делала, да, рекламу, что ремонт квартиры долго, дорого, возможно, даже качественно. Форма с вас. Да, форма с вас, стройматериалы с вас, помещение тоже. Ну, это прям самый такой, это же, получается, финальный этап. И он такой, как раз-таки уже не Напряженно нервный, да, когда ты уже отливалась, когда у тебя несколько раз получилась отливка, да, когда ты психовала с монтажом. Пару кирпичей уже разломалось у тебя в руках. Несколько раз ты все это снял, потому что криво смонтажировал. И вот этот финал, когда ты делаешь затирку швов, ну тут, знаете, это... Главное, окончательно не сорваться. Да, друзья, запасайтесь афобазолом на всякий случай. Но в то же время, говорю, как бы никто тебя не может осудить, да, твоя квартира, ты делаешь как хочешь, да, нет стандарта какого-то прям четкого, определенного, да, допустим, как с простой плиткой, там, угол откололся или ты не так сошел, да, тут совершил какую-то погрешность, ну вот я художник, я так вижу, да. Но тут еще может быть другой момент, более дотошный в плане того, что ты ей делал ремонт этой квартиры, и сидишь ты всей семьей вечером, смотришь телевизор, но помнишь, что в этом углу что-то было не совсем ровно. И как последствие – невроз. Видишь, самое главное, наверное, конечно же, это ровная кладка. Вот что может полностью испортить твой визуал, да, как бы и испортить вообще всю красоту кирпича, это неровная кладка. Все остальное это детали. Где-то ты мазанула клей, он остался, думаешь, да нормально, я хочу, это прям у меня прям такой четкий, там, состаренный лофт, да, ну тут цвет немножко не сошелся, да перекрашу. Но вот если ты смонтировался, и у тебя вот это вот неровная кладка и плавающий горизонт, да, как будто вот твоему дому уже 300 лет, и ты не знаешь, в какую сторону он разошелся, это может, да, напрягать. А так, говорю, вот, с покраской ты делаешь все, что ты хочешь, швы ты затираешь, как ты хочешь, да. Да, если, допустим, это какой-то рабочий объект, да, объект заказчика, что там ты выполняешь все, допустим, требования, да, все какие-то регламенты, дома нет. Главное, ровная шовка. Остальное не важно. Дома самый такой как-то непредвзятый, дотошный заказчик – это вы сами, друзья. Но имейте в виду, всегда помните, что ремонт вашей квартиры и вообще любые изменения в вашем жилище, в вашем помещении должны приносить вам радость и удовольствие, потому что дом – это место, куда мы приходим отдыхать, где мы собираемся всей семьей. Дом – это место, где живет любовь, счастье, и детский смех, и радость, и улыбки. Ну, а я в рамках нашей программы «Испытан на себе» прочувствовала на себе абсолютно все радости монтажа и изготовления декоративного кирпича. Большое спасибо за этот бесценный опыт. Я думаю, он мне понадобится еще не один раз. Друзья, берите на вооружение. Самые такие простейшие, легкие секреты, лайфхаки мы также раскрыли вам в нашей программе. Испытано на себе.